Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, который отвечает в том числе на ваши вопросы. Здравствуйте, Аскарбек Сапарбекович. Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые кыргызстанцы. Давайте начнем с обращения, которое опубликовал бизнесмен, представитель рыбного хозяйства Ильгиз Сарылдык Улу. Он обратился к Садыру Джапарову и Камчибеку Ташиеву из-за, вот цитирую, прямая цитата, из-за хамства и угроз со стороны министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова. Аскарбек Джаныбеков вместо помощи и поддержки застывших проблем нашей отрасли начал свою работу со штрафов, угроз и блокады нашей деятельности. Конец цитаты. Да, очень серьезное заявление. Хамство, угрозы, блокада. Да. Ну, я думаю, уважаемый бизнесмен, у него будет возможность потом еще это все доказать. Я никак не припомню, чтобы с моей стороны было угрозы и хамство. Единственное, я дважды его видел, я помню. Один раз я приглашал к себе, мы с ним обсуждали тему рыбной отрасли. Второй раз мы посещали его хозяйство вместе с премьер-министром Кыргызской республики, тогда сейчас глава кабинета министров. Я помню, мы оказали им очень большую поддержку, помощь. То, что господин Ильгиз говорит, что его якобы кто-то прессует или его кто-то там незаконно проверяет, нет, такого нет. Сейчас плановые проверки идут в Чуйской области по Чуйскому району, Сахатинскому району, Джаилскому району и Панфиловскому району в том числе. И это плановые проверки в соответствии всего лишь. Да? И я не пойму, от чего такая реакция. Или от того, что у господина Ильгиза не все нормально там, хотя ветеринарная инспекция уже первые результаты своей проверки выявила много нарушений там. А то, что касается штрафов, ну, он должен был это заплатить, потому что при трансформации по закону значит, оплачивается нанесенный ущерб. Это все законно. И он оплатил это, насколько я помню. Никаких гонений или преследований со стороны министерства и структур Министерства сельского хозяйства нет. Я бы даже на этом даже и внимание не заострял. Каждый бизнесмен должен вести свой бизнес в рамках закона. Все. Если ты ведешь в рамках закона свою деятельность, ему и бояться нечего. Пришли, промониторили, проверили, ушли. Все. И здесь я не вижу оснований вообще вот так раздувать. Почему господин бизнесмен Ильгиз так сильно реагирует? Я не знаю, но время покажет. В этой жалобе была такая фраза: или это связано с GTIM ТО. Какое отношение к вам? Вообще смешно, да? Вообще смешно. Я вот в соцсетях вижу его обращение. Я не хочу комментировать, но единственное, говорить «мы», постоянно используя эту фразу, мы не позволим, мы против, это, я думаю, по меньшей мере некорректно со стороны господина Ильгиза, но я думаю, оценку этому дадут. Связи никакой не должно быть здесь, абсолютно. Мы отраслевое министерство, которое ведет политику в развитии системы сельского хозяйства. И наши подведомственные структуры, согласно их полномочий, только ведут работу. Все. И все же, что происходит с рыбной отраслью у нас в Кыргызстане? Рыбная отрасль сегодня одна из немногих бурно развивающихся направлений сельскохозяйственного производства. По сравнению с прошлым годом, значит, объем производства рыбы в 2 раза увеличился, также и экспорт рыбы тоже. Объем производства увеличиваясь, мы создаем условия увеличения объемов потребления рыбы внутри
Кыргызстана, вы замечаете, что в рационе кыргызстанцев уже количество потребляемой рыбы увеличивается, а это в первую очередь здоровье. Сегодня Департамент рыбного хозяйства Кыргызской Республики инициировал, подготовил, и министерство довело до принятия постановления правительства, где практически все вопросы урегулированы. Почему вот 17 хозяйств в прошлом году, позапрошлом году были проверены и выявлено очень много нарушений? Почему вот были наложены очень большие штрафы? Потому что не было регулирования. Сейчас мы полностью все это сделали. Сейчас мы создали комфортные условия для бизнеса заниматься рыбным производством. То есть разведение, рыбопроизводство, переработка рыбы и экспорт. То есть сейчас Министерство сельского хозяйства сделало очень большую работу. И вот создание ассоциации рыбников Кыргызстана, сегодня и их работа, и их заслуга вместе с Министерством сельского хозяйства, мы в принципе убрали все шероховатости. А есть какие-то цифры, что вот было столько, а стало вот... Этим самым мы создали комфортные условия. Вот смотрите, если в прошлом году порядка 5000 тонн было, точнее 5300 тонн было произведено, в прошлом году мы по итогам прошлого года произвели более 10 000 тонн рыбы. Внутри страны? Да, это все в Кыргызстане. А мы ее сами потребляем или продаем еще? Экспортируем. И экспорт тоже увеличился в 2 раза. Видите, сегодня на рыбную продукцию Кыргызстана очень большой спрос со стороны наших соседей. Это и Узбекистан, это и Россия основной рынок наш. Российский рынок очень сильно заинтересован в поставках рыбной продукции из Кыргызстана. Это у нас природно-климатические условия, это наши реки, это и качество нашей рыбы очень конкурентоспособное на рынке. А вот опять же в этом обращении Илгиза Сарылдык-Уулу речь в обращении к президенту, он говорит, где 975 миллионов 396 тысяч сомов. При этом непонятно, что это за деньги. Да, я слышал его выступление в соцсетях, да. Господин Илгиз должен был прочитать постановление и проект распоряжения. Согласно распоряжению кабинета Это министра. На рыбную отрасль деньги были выделены? Нет, зачем? Он говорит о минеральных удобрениях. Все понятно. Значит, эти средства были выделены Министерству чрезвычайных ситуаций. При нем есть фонд материальных резервов, конкретно фонду материальных резервов для закупки минеральных удобрений с Республики Узбекистан. А то, что он обвиняет Министерство сельского хозяйства, якобы мы взяли эти деньги, нецелево использовали, потом о каких-то коррупционных схемах он говорит, я бы ему порекомендовал сначала прочитать это распоряжение, а потом обвинять. А необоснованное обвинение, как мы знаем, оно тоже безнаказанно не остается. Без внимания, то есть, не остается. Еще, это уже не Илгиз, это другие вопросы. Говорят, что вам принадлежат 65 гектаров в селе Тепке Сыкульской области. Принадлежат? Как вы знаете, до прихода на эту должность я работал в крестьянском хозяйстве Рейна Кенч. Да. Мы говорили с вами во время нашего первого эфира. Да, по назначению я вышел оттуда полностью. Сейчас я никакого отношения к этому хозяйству не имею. Это пахотные земли. Это пахотные земли, да. Там мой сын, который занимается этим бизнесом, он обрабатывает эти земли. Там есть земли, принадлежащие нашей семье, и есть земли, которые они арендуют у жителей этого района. Так, вот и еще один вопрос от наших читателей. Правда ли, что ваша компания Рейна Кенч сотрудничает с Кумтором по поставкам мяса? Да, я должен с гордостью сказать, что компания Рейна Кенч смогла построить небольшой мясокомбинат с сегодняшней современной линией убоя, разделки, фасовки, хранения.
значит, соответствующая всем требованиям стандартов пищевой безопасности. Компания трижды подавала заявку, она трижды участвовала в тендере, в конкурсе, и на третий раз нашу компанию, то есть компанию Рейнекенч, выбрали как поставщика безопасного мяса. То есть компания Рейнекенч сегодня одна из немногих, которая, начиная от рождения до забоя, ведет прослеживаемость и гарантирует стопроцентную безопасность. А там это на общих основаниях компания участвовала в тендере. Когда мы сообщили, что вы придете к нам на эфир, предложили читателям задавать вам вопросы, их было очень много. И основная часть, конечно, касалась цен. Да. Все считают, что раз такие высокие цены, Министерство сельского хозяйства работает плохо. Цены на что? На всю продукцию сельского хозяйства, этой продукции животноводства, но особенно фрукты и овощи. Мы живем в условиях рыночной экономики. На рынке цены Министерство сельского хозяйства не формирует. Мы стараемся создать максимальные условия для того, чтобы наши фермеры своевременно обработали землю, посеяли качественными семенами, получили доступ через банковские продукты к лизингу сельскохозяйственных животных, к лизингу сельскохозяйственной техники, почвообрабатывающей техники, кормоуборочной, зерноуборочной техники. Так, и экспорт. Теперь смотрите, по основным продуктам можем пару слов поговорить. По сахару. Какова ситуация в Кыргызстане и какова ситуация вокруг Кыргызстана? Вы можете мне сказать сегодня, сколько стоит сахар в Казахстане? Нет, я приблизительно знаю, сколько. Сколько вы знаете? Но я знаю, как проблематично купить сахар в Кыргызстане. Наталья, сколько стоит сахар в Казахстане? Вот здесь. Около 100 сомов в пересчете он стоит. Он стоит 130, 125, 130 сомов в пересчете на наши деньги. Сегодня сахар самый дешевый в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане. Только в Кыргызстане самый дешевый сахар. Сегодня. Сегодня у нас в Кыргызстане сахара мы смогли добиться того, что сахара сегодня в объеме хватит спокойно, сегодняшний объем до Нового года. 1 октября начнется переработка нового сахара. За последние, вы давно пытались купить сахар в магазине? За последнюю неделю оптовые цены на сахар, мы же мониторим практически каждый день, на оптовые цены на сахар он снизился у переработчиков на 2 сома, у наших импортеров на 3 сома. Я проводил совещания с импортерами и переработчиками. Буквально вчера мы разговаривали с владельцами, исполнительным директором Кайындык Канты Кошевой. На складах наших переработчиков сегодня больше 10 тысяч тонн сахара. Мне все равно, что вот мне как потребителю, цена, да. Все равно, что на складах. Да. Мне нужно, чтобы я пришла в магазин, Да. и могла купить сахар без того, чтобы не идти в магазин всей семьей, потому что больше 3 килограмм в одни руки не дают. Нет. Сегодня сахара больше, чем достаточно в Кыргызстане. Вы, наверное, говорите о социальном сахаре. Обычный сахар по 84 сома. 79 килограмм, 84 обычная цена. Так. 3 килограмма в одни руки. Наталья, сегодня сахара больше, чем достаточно. 3 килограмма в одни руки. Нет, сегодня ситуация не такая. 3 килограмма в одни руки. Да пойдемте с вами вместе в магазин. Давайте. Мы всей семьей были вынуждены пойти, потому что мне нужно было переработать малину. Когда это было? Это было в пятницу. Вот, в пятницу я не знаю, мы всей семьей были вынуждены пойти в магазин, чтобы Это в каком магазине, какой адрес? Давайте мы сейчас прямо скажем, чтобы наши созвонились. Ну это в супермаркетах, это везде так. Вы это скажите везде мне, так. Наталья,
пожалуйста, Это скажите везде так. адрес супермаркета, сейчас я отправлю человека туда. Хорошо, я вам скажу вне эфира, для того, чтобы это не звучало как реклама или антиреклама. Я вам еще раз хочу сказать, что сахара То есть больше, чем достаточно. вы утверждаете, что норма 3 килограмма в одни руки – это ненормально, да? То есть вот если Конечно. я в следующий раз приду, Конечно. вот, уважаемые читатели, оказывается, это ненормально. Мы будем теперь знать. Спасибо. Мы сейчас можем позвонить, да, мы позвоним, наверное, в Хайнгдекант. Да. Сейчас можем получить То ответ. есть Вчерашняя всё информация, прекрасно. сегодня у нас возникает проблема реализации сахара. То есть перенасыщение рынка происходит. Почему это сделано? Почему так получилось? Для того, чтобы не допустить переток объемов. Смотрите, у нас 90 сомов, например, стоило, в Казахстане стоило 130 сомов. В день по 500 тонн начало уходить в Казахстан. Ну, логично, да. Да, мы закрыли границы. Там стоит 130, у нас стоит 190. Мы закрыли границу. Плотно закрыли, поэтому внутри Кыргызстана создалось такие условия, что цены Чуть-чуть. не чуть-чуть, значительно ниже, чем в наших соседних странах. Это очень большая работа проведена. Очень большая работа. Видите, на 50 сомов, на 40 сомов дешевле у нас сахар, на 30 сомов дешевле у нас сахар сегодня. Это разве не работа Минсельхоза? Так, сегодня ставится вопрос об отмене, то есть об квотировании экспорта растительного масла. Растительное масло тоже на рынке уже перенасыщено. Почему? Потому что мы закрыли границы тоже на экспорт. А этим самым мы, создавая здесь условия для понижения цены, да, мы создаем условия нашим кыргызстанцам покупать дешевле. Это разве не работа Минсельхоза? Сегодня урожай по зерновым в 2 раза выше, чем предыдущие года. В первую очередь это семена, которые мы смогли первый раз за историю независимости Кыргызстана завести. Это не работа Кыргызстана. Сегодня по итогам 6 месяцев мы смогли выдать фермерам в 2 раза больше сельскохозяйственной техники в лизинг, чем в прошлом году. Финансирование сельскохозяйственной отрасли, кредитование. Если в прошлом году фермер получал под 10% под животноводство, например, или растениеводство, в этом году в сельском хозяйстве нет такого понятия процентов на кредиты выше 6%. Нету такого. Это разве не заслуга Министерства сельского хозяйства? То, что мы сегодня получаем такие высокие урожаи, этим самым фермер может улучшить свое финансовое состояние, обеспечить, улучшить ситуацию по продовольственной безопасности за счет своих объемов. Это разве не работа Минсельхоза? То есть по всем позициям, которые мы поставили перед собой задачу, я вам скажу, что мы очень даже большую работу проводим. И неплохо. Главное, вот к вопросу о работе Министерства сельского хозяйства, главное для сельского хозяйства является техника. Надо убрать пошлину на ввоз сельхозтехники, пишет нам подписчик. Я думаю, он прав. Какая работа ведется в этом направлении? Вот смотрите, с 31 августа, даст Бог, мы создаем условия нашим фермерам получать под 6% в лизинг технику мировых лидеров. Один из них является John Deere. Да? Вот сегодня они готовы поставлять на 20-25% дешевле, чем эта же техника поставляется нашим соседям. Этот проект мы смогли договориться с ними на 50 миллионов долларов. И вот здесь мы сейчас рассматриваем условия облегчения, то есть за счет принятия вот таких решений удешевить цену на сельскохозяйственную технику. Первое, на трактора и комбайны. Второе,
значит, создать нашим фермерам условия доступа к лучшей технике. То, что вот, на постсоветском пространстве производится техника, да, она очень хорошая, я ни о чем никак не могу говорить о ней, но мы понимаем, что импортная техника, то есть я имею в виду вот, джондировская, классовская, лемкиновская техника, они за счет затрат на 1 гектар, они все-таки становятся выгоднее. И мы создаем условия для этого. Представьте, в прошлом году мы на 1 210 000 000, кажется, дали технику фермерам в лизинг. А как вы помните, я работаю с февраля прошлого года. Мы на 50% увеличили объем в прошлом году, а в этом году мы идем на результат в 2 раза больше. Вот это разве не работа Минсельхоза? Полив. Да. Головная боль. Был, вы знаете, да, такой вопиющий случай, что так поссорились из-за воды, что это привело к драке, и человек погиб. Вот люди говорят, сколько еще людей должно умереть, чтобы вопрос с поливом полей был наконец решен. Да, Наталья, к сожалению, этот вопрос преподносят вот так. Сразу же, когда эта информация вышла, я подписал приказ и назначил комиссию, создал комиссию, комиссия выехала на место и разобралась. Конечно, сейчас правоохранительный орган разбирается этим, но история здесь вообще другая, имеет начало вообще. Недовольство, у них давно были ссоры. Первое. Хорошо, допустим, Наталья, что это бытовая ссора, да. Бытовая, но проблемы с поливом я мы исключать вам не можем. Наталья. Смотрите, так. Министерство сельского хозяйства оказывает услуги по подаче воды только в границах межхозяйственных сетей. Вот мы подаем воду. Внутри Айлокмету есть ассоциация водопользователей, которые общественное объединение, они сами создают ее. Наши сотрудники передают этой организации воду. Внутри хозяйства они сами распределяют, и деньги они собирают. Здесь полномочия Минсельхоза заканчивается. Там внутри Айлокмету ассоциация водопользователей, которая создается водопользователем вот этого Айлокмету. Там все было. И вот этот товарищ, который поливал, мы разобрались, что он подал заявку, официально взял воду и поливал. Там это другая тема. Никакого отношения к этому Минсельхоз не имеет. Я вам официально заявляю. К этому случаю Министерство сельского хозяйства абсолютно никакого отношения не имеет. Первое. Второе, то, что касается воды. Что было в прошлом году и что сегодня? Насколько мы смогли изменить ситуацию в водном секторе Кыргызской республики по вопросу подачи воды на орошение для наших фермеров. Как было в прошлом году и что сегодня? Мы на сегодня 734 миллиона уже освоили, и к 1 октября планируем освоить полностью оставшиеся средства 1 100 000 000 сомов. Я уже говорил, хочу повториться, что на балансе Министерства сельского хозяйства находится 5800 километров межхозяйственной сети, которую мы обслуживаем. Никогда, Наталья, никогда столько денег не выделялось и никогда с такой работы не проводилось по улучшению ирригационного фонда нашего, сколько мы сделали в этом году. Вы заметьте, в прошлый раз, когда мы с вами говорили, я вам еще говорил, что водники, то есть сотрудники водного хозяйства Кыргызской республики, круглый год занимались подготовкой. То есть ремонт, очистка, бетонные работы, сварочные работы. Все вот эти работы проводились и в январе, и в декабре, и в феврале. Никогда такого не было. Мы смогли организовать, мы смогли это сделать. Результат в этом году практически таких серьезных проблем по подаче воды на орошение по Кыргызстану не было. Сейчас очень большую работу мы идем. Смотрите, в Кыргызстане есть 2 института, проектных института, которые занимаются проектированием вот таких объектов.
Настолько много работы у них сейчас есть, что они уже говорят, что они не успевают. Хотя раньше они просто сидели, искали заказы. Сейчас мы уже вынуждены обращаться к другим иностранным компаниям, чтобы они участвовали здесь в проектировании проектов, в проектировании строительства объектов, ирригационных объектов. Вот я вас слушаю, вроде бы, да, все хорошо, все растет. Единственное, что вся эта картина разбивается, когда я прихожу на базар. Мы аграрная страна, все-таки часть продуктов мы сами выращиваем, но когда я прихожу на рынок, цены такие, как будто у меня зарплата жителя Нью-Йорка. Ну, насчет вашей зарплаты я не знаю, какая она. Ну, точно не как у жителя Нью-Йорка. Ну, теперь смотрите, Наталья. Кто продает свою продукцию? Что, житель Нью-Йорка приезжает сюда, продает, что ли? На рынке-то продает наш сельхозтоваропроизводитель. Он ставит цену, которая формируется на рынке. Также он же занимается сельхозтоваропроизводством для того, чтобы зарабатывать. Это же не благотворительная организация. Все прекрасно понимаю. И вот они, цены-то формируются, исходя из себестоимости продукции. Также цены на рынке формируются, исходя из ситуации на соседних рынках. Так, я вот здесь вам еще раз хочу сказать. Мы обеспечиваем объем, качество продукции. В этом году по всем позициям, по всем видам сельхозпродукции идет очень большое увеличение объемов и улучшение качества. Мы пока, к сожалению, Наталья, мы кроме вот 3 продуктов основных, остальные мы сами себя не можем обеспечить. Мы сейчас поставили перед собой задачу, перед нами поставил президент задачу. Через 3 года обеспечить 6 продуктами 100%. Мы идем к этому. Это реальная задача. К 2026 году мы поставили задачу на 85% обеспечить кыргызстанцев кыргызской продукцией. Мы к этому идем. Или по 9 основным продуктам. Мы сейчас туда стараемся добавить и фасоль туда, и рыбу. Значит, то, что есть у нас в основном в рационе, куда идет изменение нашего рациона, вот в эту сторону мы стараемся, чтобы в Кыргызстане эта продукция производилась. Самое главное – это объем и качество продукции. А для того, чтобы качество продукции было, мы должны мониторить это все. Каждый не должен делать так, как он хочет. А бизнес должен заниматься производством продукции для наших кыргызстанцев. Качественно. Для этого есть техрегламент, для этого есть нормы, есть требования. Они должны этому следовать. А когда наши сотрудники приходят и мониторят цех по переработке мяса, где выявляется использование мертвечины, я думаю, это из рук вон выходящая ситуация. Давайте все-таки вернемся к тому, что когда я прихожу на рынок, да. Опять же, это читатели, не мой вопрос, фермера-то там и нет. То есть там сидит перекупщик, который купил у фермера по одной цене, накрутил от 50 до 100%, и вот между мной, городским жителем, и фермером, и основную-то маржу, основную прибыль получает человек, который, собственно, не горбатился вот на этой земле. И вот минимизировать вот эту прослойку между производителем и покупателем, и тоже задача, как считают потребители Министерства сельского хозяйства. Как бы вам правильно ответить, Наталья?
малый бизнес, представители малого бизнеса тоже имеют право заниматься этим. Это тоже наши кыргызстанцы. И я думаю, они как хотят накручивать не могут. Там та маржа, о которой вы сейчас говорите, а я уверен, что большая часть наших реализаторов вот этой сельскохозяйственной продукции, другой пищевой продукции, они сейчас слышат нас. Если бы они накручивали от 50% до 100%, я думаю, они бы очень сильно разбогатели. Такой ситуации сейчас нет, Наталья, честно говоря вам. Теперь то, что вы говорите, требования к Министерству сельского хозяйства о регулировании цен, то в этой части министерство не уполномочено. Оно не имеет полномочий таких. Здесь есть антимонопольный комитет, который регулирует цены на рынке. То есть я хотел бы, чтобы вопросы конкретно задавались Министерству сельского хозяйства и требовалось, исходя из компетенций. Мы, понимаете, мы люди такие. Мы видим, морковка дорогая. Да. Кто виноват? Сельское хозяйство. Это далеко не так. К вопросу о, условно говоря, морковке. Рынок у нас непредсказуемый. В прошлом году вот у нас возник дефицит с морковкой, она была просто на вес золота. В этом году урожай небывалый абрикоса, и он просто не знали, куда его девать. И люди просто действительно даже не знают, что делать в таком случае. Что хорошо там, я понимаю, что абрикос растет на деревьях, его не сеют, но сейчас пишут, что возникнет вопрос, тоже вопрос от наших читателей, возникнет такая же проблема перепроизводства с картошкой. То есть люди не смогут вернуть вложенные, фермеры разорятся. Это прогноз или утверждение? Это страх фермеров. А вот то, что касается картофеля. Площади картофеля по сравнению с прошлым годом увеличились незначительно. Урожайность мы ожидаем примерно на уровне прошлого года. Это будет 1 230 000 тонн. Учитывая потребность в семенах на следующий год, потери, то есть усушка, при сортировке, при хранении потери, внутреннее потребление, посчитать, у нас есть определенный объем, который нам необходимо экспортировать. Так же, как и в прошлом году, и позапрошлом году. Сейчас ведется работа, мы активно ведем работу с нашими соседями, традиционным рынком картофеля, это Республика Казахстан и Республика Узбекистан. Да, у нас есть опасения такие, что на тех рынках тоже будут завозиться из других стран. Как это и делается в Узбекистан, например, он большую часть импортирует из Пакистана. Я уже говорил и с министром сельского хозяйства, приезжал туда. Что самое главное, То есть Наталья, вы боитесь наоборот, что у нас не будет возможности вывести? Нет, у нас будет возможность, мы над этим сейчас работаем. Единственное, смотрите, цены на рынке, розничные цены на рынке Узбекистана в прошлом году, в начале этого года, ниже, чем здесь цены от самого производителя. То есть вот здесь опять рынок. Если мы предложим Узбекистану цены приемлемые для их рынка, вопросов не будет. Тогда тут также и по Казахстану возникает тоже страх мой, потребителя, что я останусь без картошки. Нет, конечно. Или я останусь с картошкой по такой цене, что это станет торжественным блюдом. Нет, Наталья, такого не будет. Почему? Потому что сегодня в целом мы мониторим, значит, те страны, которые объем производства, ожидаемый урожай тех стран, которые считаются основными поставщиками нашим соседям. Мы уже ведем переговоры с ассоциацией
картофелеводов, овощеводов Республики Казахстан, с Министерством экономики и инвестиций Республики Узбекистан, который непосредственно отвечает за это. Мы оптимистично настроены, что мы в этом году будем туда поставлять. Скоро приедут представители бизнеса Узбекистана. Скорее всего, мы пригласим и ассоциацию картофелеводов, овощеводов Казахстана. Традиционно выстроены схемы есть, пути есть, логистика выработана уже. Единственный вопрос, это значит, мы должны на этой стороне организовать поставки. Все этим мы занимаемся. Я уверен, что такой ситуации, как с абрикосом, не будет с картофелем. А с абрикосом у нас, вы знаете, абрикос, большая часть, она производится на юге у нас, в южных областях. Там проблем не было, потому что там и переработка его есть, и экспорт выстроен. А в этом году небывалый урожай в Иссык-Кульской области. И определенные шероховатости там есть, о которых, я думаю, все знают. Так, и здесь, в те области, куда мы традиционно иссык-кульский абрикос поступал, продавался, там сегодня уже очень серьезно объемы начали предлагать, поставлять туда таджики, наши соседи, армяне и казахстанцы. В Казахстане очень серьезная программа реализуется по поддержке садоводства. Там очень большие площади под абрикос, они уже начали давать урожай. В Армении и в Таджикистане тоже. Вот здесь мы должны задумываться. Первое. Мы имеем определенные площади садов абрикоса. Значит, мы всегда будем получать урожай. Теперь надо думать о том, как его перерабатывать. Вот сейчас мы начали думать об этом. Мы должны его перерабатывать здесь, часть, так, и уже переработанный продукт предлагать на другие рынки. Это основная задача. Теперь, как вам известно, мы смогли довести до принятия закона о трансформации малопродуктивных пастбищ в объеме 500 тысяч гектаров примерно. Это тоже будет увеличение площадей под садами. Да? Значит, туда мы должны предлагать перспективные сорта. Как косточковых, так и семечковых тоже. Чтобы они, эти сорта, были конкурентные завтра и послезавтра. То есть через 5, через 10, через 20 лет. Вот такую задачу мы сейчас ставим. И, конечно же, замещение должно быть. То есть те старые сады, которые сегодня есть, они должны быть выкорчевываться, туда сажаться новые сорта, перспективные сорта, и только вот они будут конкурентными на соседних рынках. Резюмируя, значит, первое – это переработка. Мы создаем фермерам условия бизнесу для переработки. Они могут сегодня подать заявку и получить кредит на бизнес по переработке абрикоса. Пожалуйста, они могут это сделать сегодня. Да? И, значит, дальше уже закладка новых садов. Вопрос от наших читателей. В начале года было обещано, что численность сотрудников министерств и ведомств будет сокращаться. Да. Как сократилась численность чиновников в Министерстве сельского хозяйства? Насколько вы сократили расходы именно на аппарат? Наталья, когда разговор идет о Министерстве сельского хозяйства, и в аппарате, и сотрудниках Министерства сельского хозяйства, мы должны понимать, что это говорится и о рядовом ветеринаре, о рядовом агрономе, о рядовом сотруднике водного хозяйства, о рядовом сотруднике кадастра, о рядовом сотруднике, который работает там в регионах. Вот представьте, сотрудник водного хозяйства, который работает и получает 3000 сомов. 3000 сомов. Но он работает там, он обеспечит подачу воды. Если мы его сократим, значит качество выполняемых услуг будет хуже. Я считаю, что Министерство сельского хозяйства в сегодняшнем составе, оно должно только улучшать качество оказываемых услуг. Чиновничий аппарат, он минимальный. Он минимальный, но мы сегодня вносим расчеты по сокращению. Да, есть указ президента до 30% сокращения. Мы вносим предложение на сокращение чиновничьего аппарата.
но никак не линейных сотрудников. Что будет, если закрыть Министерство сельского хозяйства? Читатель так и говорит: да закрыть вас надо. И тогда фермер как сам нас кормил, так и будет нас кормить, а вас, дармоедов, это я цитирую читателя, сократить нужно. Да. Просто ликвидировать. Министерство сельского хозяйства определяет политику сельскохозяйственной отрасли. Сейчас мы занимаемся чем? Мало того, мы определяем политику, мы создаем условия для фермера. Сегодня Министерство сельского хозяйства отвечает и за политику, и за доступ, и за обеспечение, и за реализацию. Хотя вот эти моменты, они не только на министерстве лежат. Условно, не будет Министерства сельского хозяйства. Что будет? Это читатель спрашивает. Это будет хаос, это завтра будут очень большие, серьезные проблемы на продовольственном рынке и в сельском хозяйстве в целом. Сейчас мы стараемся улучшить, ограничивая сельское хозяйство, всегда Министерство сельского хозяйства в финансировании. Сельское хозяйство, я имею в виду отрасль. Ограничивая, сегодня мы пришли к тому, что и в животноводстве, и в растениеводстве мы давно отстали на очень много от наших соседей, не то что от развитых стран. Хотите две цифры? Узбекистан сегодня в этом году закрывает среднюю урожайность по зерновым 67 центнеров с гектара. В Европе с одной коровы получает больше 10 тысяч литров молока. Мы получаем всего неполных 2000 литров. А по зерновым у нас? По зерновым в этом году мы прогнозируем примерно 29, может быть в лучшем случае 30 центнеров с гектара. 30, а у 30 узбеков 67? Да. Узбекистана. Вот теперь смотрите, Наталья, это что? Это результат того, что роль Министерства сельского хозяйства в Узбекистане, в Казахстане, она настолько высоко поставлена, что очень серьезные реформы идут там. Мы, новая команда, к которой мы пришли в феврале прошлого года, по всем направлениям сельскохозяйственного производства начали проводить реформы. И тем, кому не нравится, наши господа бизнесмены, которые получили доступ к дешевой земле на льготных условиях, которые занимаются не всегда качественным производством качественной продукции, им это не нравится. Так же, как господин Ильгизу. Если у него все законно, он должен был сказать: ребята, вот вам мое хозяйство, зайдите, промониторьте, дайте мне итоги. Если я где-то неправильно делаю, покажите мне. И все. А не надо было выходить, кричать в соцсетях, что вот его прессуют. Никто его не прессует. Это государственный орган, который проверяет, и в любой точке Кыргызстана он должен проводить мониторинг. Так? Вчера-то у него... Мониторингу рознь, я должна сказать. Там есть четкие условия прописаны. Промониторили, если при проверке или мониторинге есть нарушения, он должен исправить все. Это требование, которое выливается в конце в качество произведенной продукции. А это есть здоровье, безопасность каждого гражданина Кыргызстана. Все понятно. Так же, Наталья? Давайте закончим наш эфир все-таки на такой ноте, которая волнует всех кыргызстанцев. То есть вы говорите, что в той ситуации, какая была в прошлом году, что с каким-то из продуктов вдруг возникнет ситуация, что он либо вообще исчезнет с рынка, либо будет по такой цене, что станет не по карману среднестатистическому кыргызстанцу. Я об этом не говорил, Наталья. Не говорите? Нет, и не говорю, и не буду говорить, знаете, по одной простой причине. В сельскохозяйственном производстве в этом году очень хорошие показатели по урожайности. Это есть объем. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что на рынке Кыргызстана всего будет качественно и достаточно. Одним словом говоря, одним предложением.
В этом году, как никогда, урожай отличный, и продовольственная безопасность, она будет максимально решена в тех условиях и показателях, которые сегодня есть. Но вы говорите, что вы не обещаете мне, что все продукты будут на месте. Как это не говорю? Я же говорю вам, все то, что мы производим, и то, что мы импортируем, мы стараемся, чтобы оно было на рынке достаточно и доступно. Но я ведь вас и спросила, что не сложится ситуация, что или исчезнет с рынка продукт, как это произошло, Как он может исчезнуть? или станет по такой цене, что будет не по карману среднестатистическому кыргызстанцу. Морковка Нет, по... такого не будет, Наталья. Вот, вы сказали, Такого что нет. не будет. Все-таки Такого не говорите. будет. Такого не будет. На рынке будет всего достаточно. По цене, которая доступна среднестатистическому кыргызстанцу. Что вы понимаете по цене доступной? Я вам еще раз хочу сказать, Наталья, поймите, что на рынке цены не мы формируем. Рынок сам формирует цены, исходя из того, сколько они стоят на внутреннем рынке, на внешнем рынке. Нет, смотрите, понятное дело, я понимаю, из чего складывается. Среднестатистическое, есть понятие, да, среднестатистический доход. Наталья, Вы же понимаете, что давайте мы не будем говорить морковка по 120 сомов, ее не будет по 120, она будет дешевле. Возникла потому, что на рынке возник дефицит товара. Дефицит товара, достаточное количество товара – это все-таки ответственность Министерства сельского хозяйства. Да. То есть это значит, что не была продумана логистика, не была продумана достаточная, просто не было засеяно достаточное количество продукта. Вы имеете в виду морковь в прошлом году или что-то другое? Условно говоря, морковь. В этом году это может быть, что? Я боюсь произнести, а то это воспримут как прогноз, другой какой-нибудь продукт, лук. Наталья, вы кыргызстанка так же, как и все мы. Да, и я вот так я же, вам как смотрю и все, в глаза и хожу говорю. на базар. Наталья, я смотрю вам в глаза и говорю, Наталья. Не, вы давайте вот не мне, а читателям, подписчикам. Ситуация, которая была с морковью в прошлом году, Наталья, такой не будет по одной простой причине. Знаете почему? В прошлом году морковь, это цены были межсезонье. Так? Объем моркови был он в прошлом году в Кыргызстане. Причина была в чем? В России возник очень большой дефицит моркови. Эта цена была и у нас, и в Казахстане, и в Узбекистане. То, что касается сегодняшней ситуации, Наталья. Сельскохозяйственное производство в этом году, оно показывает очень хорошие результаты. И я уверяю и вас, и наших кыргызстанцев, что на рынке Кыргызстана дефицита не будет сельхозпродуктов, во-первых. Во-вторых, мы приложим максимум усилий, чтобы цены они были более комфортные, нежели на соседних рынках наших республик. Все, мы зафиксировали это Мы обещание. постараемся это сделать. И если что-то пойдет не так, призовем вас в эту студию. Да, и будем разговаривать с вами. Да. Будете объяснять. Себестоимость продукции, сельскохозяйственной продукции, она формируется, исходя из расходов. Понятное дело, что туда входит и топливо, и минеральные удобрения. Это мы все понимаем. Да. Так что, Наталья, я как министр сельского хозяйства могу вас и всех кыргызстанцев уверить, что Министерство сельского хозяйства приложит максимум усилий для того, чтобы на рынке Кыргызстана и в физическом объеме, и в ценовой доступности наша продукция была, продукты питания, чтобы были. Все. Мы над этим работаем, мы стараемся. Я уверяю, уважаемых кыргызстанцев, вас, что я как министр сельского хозяйства и наши коллеги, сотрудники министерства, работники министерства, мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы все-таки наконец-то в сельскохозяйственной отрасли были серьезные изменения в сторону улучшения.
Хватит уже плестись в хвосте развития сельского хозяйства в мире. Мы имеем полное право использовать современные сорта, современные породы сельскохозяйственных животных, современную технику, передовые технологии. Мы стараемся обеспечить доступ к этому. А это и есть результат удешевления единицы продукции и улучшения качества. Хорошо, все. Мы зафиксировали главное. Проверим ваши обещания на базарах и рынках нашей страны. Будем держать вас в курсе цен и вместе пойдем за сахаром. Спасибо большое, что были с нами. С нами был министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков. Будем ждать продовольственной независимости. Спасибо. Ну, мы ее добиваемся. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания.